Уборочную кампанию сельхозтоваропроизводителей Ингушетии начали 10 июля. На сегодня в регионе не осталось ни одного ГУПа или КФХ, которые не закончили сельскохозяйственный год. Уборка завершена на 100%. Валовый сбор колосовых составил более 85 тысяч тонн, что на 112% больше показателей прошлого года. Рекорды за последние годы показывает пшеница, овес, соя, порадовали аграриев собранные картофель и кукуруза. Средняя урожайность кукурузы у нас в республике 50, 50 центнеров, 50, 50 по-разному. У фермеров 50, у ГУПов 52, 51. В зависимости от районов. Малгобекский район где-то 48-50, Назрановский район 50-55. И средняя урожайность у нас сегодня, на сегодня 52 центнера с гектара. По другим сельскохозяйственным культурам у нас в этом году превышает уборку кукурузы, вернее картофеля, тоже пару хороших урожая получили. По сое тоже неплохие результаты. По масляничным культурам, по подсолнечнику, по овощам тоже достигли максимальное количество валового сбора. Положительная динамика в этом году и по сбору фруктов и овощей. Валовый сбор урожая овощей закрытого и открытого грунта превысил 12 тысяч тонн. Так сельхозпроизводители Ингушетии собрали более 5 тысяч тонн томатов и около 1 тысячи тонн огурцов. Значительный вклад внес агрокомплекс Сунжа. А по фруктовому направлению рекордный сбор у сада «Гигант Ингушетия». Показатель собранного объема яблок приблизился к отметке 60 тысяч тонн. Овощные культуры мы превысили по сравнению с прошлым годом. Если в прошлом году было 5700 тонн, то в этом году мы взяли 12 045 тысяч тонн. По плодово-ягодным культурам не отставали у нас и садоводы в республике. В этом году максимальное количество урожая получено садом гигантом 57 тысяч тонн яблок. Другие садоводы республики также не отставали. В целом по республике у нас достигают в пределах 196 тысяч тонн сельскохозяйственных культур. Своевременная подкормка удобрениями, тщательный уход и использование лучших семян. Благодаря этому сельхозпроизводители бьют рекорды. Приказом министра сельского хозяйства Республики Ингушетия мы запретили полностью высевать вторые и третьи репродукции за счет качественных семян, оригинальных семян, за счет высокопродуктивного семян, которые выращиваются и районидом в нашей республике. Это раз. Второе. Минсельхозом Ингушетии заключено соглашение с Шелково Агрохим. Это одна из мощнейших предприятий России и Центральной Европы по производству удобрений и средств защиты растений. Мы с ними заключили соглашение, чтобы они нам полностью нас обеспечивали, то есть сельхозтоваропроизводители, средствами защиты растений, удобрениями и семенами. Те семена и средства защиты растений, которые они нам предоставляли в этом году, они были качественные, семена высокопродуктивные и средства защиты растений, которые применялись сегодня на полях, и микроудобрения, они дали максимальный урожай. Сельхозпроизводители Ингушетии также завершили посевную кампанию озимых на 2023 год. Всего посев проходил на площади почти 29 тысяч гектаров земли, что на 108% или 2246 гектаров больше от запланированного. Больше всего, около 16 тысяч гектаров высажено озимой пшеницы. Далее с показателем 8 тысяч гектаров следует ячмень, более 3 тысяч гектаров отвели под рапс и 900 гектаров на зеленый корм и тритикалия. Муслим Ганиев, Ахмед Горбаков. Новости 24.